Как мы знаем, многие территории ингушского народа были украдены и переданы соседям, в виде чеченцев и осетин. До сегодняшнего дня эти земли не были возвращены. Сегодня в этом видео я покажу все отторгнутые территории Ингушетии и разъясню историю их потери. После депортации ингушей в 1944 году в состав Северно-Осетинской АССР были переданы 3 района: Назрановский, Молгобекский, Пригородный. После реабилитации возвращен был только Назрановский район. Пригородный район не возвращен до сих пор. Так называемый Моздокский коридор был удержан руководством Северной Осетии в пределах республики при возвращении основной части Молгобекского района ЧССР в 1957 году. Селения Эзми с прилегающими территориями восточнее берега реки Терек советским руководством были переданы Северной Осетии в 1957 году. 13 октября 1928 года Бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП по докладу его секретаря Андреева было принято постановление о передаче города Владикавказа Северо-Осетинской автономной области. Постановление Президиума в ЦИК за 20 июня 1933 года гласило: город Орджоникидзе, находящийся в непосредственном подчинении городского совета, был передан Северо-Осетинской автономной области. После 1922 года ЦИКом Горской республики была установлена переменная граница в районе сел Чоми-Балта-Ларс. Впоследствии селения Балта и Реданские и другие хутора были закреплены за осетинами. Несмотря на возражения ингушской стороны в 1931 году, в состав Моздокского района и состава Молгобекского района было передано село Предгорное и 5,2 тысяч гектаров пахотных земель. Селения Саниба, Гыст, ныне Гизельдон, Бёрса-Юрт, ныне город Беслан, и другие, а также сопредельные территории были закреплены царской администрацией за Осетинским округом в 1865 году. Куртатинское и Тагаурское ущелье, где проживало ингушское население до конца 18 столетия. В конце 18 столетия ингушское население было вытеснено осетинской, а позже эти территории были закреплены за Осетинским округом в 1865 году. При образовании Терской области в 1860 году территории были закреплены за чеченскими и аргунскими округами. Царской администрацией были закреплены Верхнее Аргунское и Андикийское ущелье за новообразованной Тифлисской губернией в 1816 году. К началу XIX века местное кистинское население было вытеснено мигрантами-хивсурами, а позднее царской администрацией данные территории были закреплены за новообразованной Тифлисской губернией в 1846 году. Селение Гвелети была передана Тифлисской губернии в 1846 году. Ингушское население там проживало до депортации в 1944 года. Это все территории ингушского народа, которые со временем стали отходить от Ингушетии.